И мы продолжаем заниматься. Идет запись. Так, я включаю показывать экран. Так, и должны увидеть сейчас диалог. Ну, по сути, вот до сих пор что мы делали? На самом деле, может быть, это правильно, неправильно, но, в общем, я пытался давать логику аффиксов и упор делал на глаголы пока. Ну, теперь давайте будем разбираться по темам, потому что в реальности, на самом деле, хакасский язык, конечно, нужен для общения, а не для того, чтобы изучать грамматику, потом не знать, как применять слова в реальной жизни. И давайте мы начнем с темы знакомства и так далее. И на каждом уроке теперь я буду предлагать небольшие такие темы, которые нужны нам по жизни. И эти слова, реальная лексика, которую мы употребляем в реальной жизни, я теперь буду стараться давать уже после определенного курса, скажем так, ну, после курса и знакомства с аффиксами, с глагольными аффиксами. Ну, аффиксы, конечно, не нужны были для того, чтобы понимать общую логику речи. Ну и давайте поехали. Тема знакомства. Стандартная ситуация, казалось бы, но тут я прописал как бы больше фраз, чем есть на самом деле. Это некое виртуальное знакомство в жизни, конечно, так, может быть, не бывает, но, в общем, давайте мы начнем. Изеннер. Изеннер, здравствуйте. Обычная ситуация, когда мы все здороваемся, да, все со всеми, если тем более мы еще не знакомы, а просто намерены общаться друг с другом. Конечно, всегда нужно обратиться изеннер. Изен мы знаем, привет, изеннер, здравствуйте. Сирернің танызы палырғы шарирбы. С вами можно познакомиться. Фраза раскладывается следующим образом. Сирернің, сирер вы, сирернің с вами. Танызыпал – это сложный глагол. Танызыпал – познакомься. Танызыпалырғы – познакомиться. Шарир б. Шарир можно. Шарир б. Можно ли. Но вот раскладывается смысл этого предложения. Сирернің танызыпалырғы шарирба. Это вполне стандартная ситуация. Фраза с вами можно познакомиться. Шарир. Да, можно. Шарир – это знак, это слово согласие. Шарир. Да, вот шарир. Сирернің адыңар кем? Как вас зовут? Стандартный вопрос, всегда можно у любого спросить. Сирернің адыңар кем? Можно к младшим обратиться, к старшим, да, когда человека не знаете, лучше на вы назвать. Ну, я так полагаю, мне так кажется. Сирернің адыңар кем? Сирернің ваше. Адыңар, адыңар имя. Кем, кто? Как ваше имя буквально, да? Ну, в русском языке, как вас зовут? И следует ответ миның адым. Теперь замечайте, адың это второе лицо, ваше имя. Миның адым это первое лицо. Склонение по лицам мы будем проходить потом, дальше по аффиксам. Теперь я просто предлагаю фраза миның адым Мирген. Меня зовут Мирген. Миның адым Лариса. Миның адым Сергей. Миның адым Юлия. Миның адым и так далее. Вы можете поставить любое имя сюда вместо Мирген. Дальше обычно стандартный вопрос, ну, предполагается, чем вы занимаетесь, работаете, учитесь, ну, допустим, да. Вот эта фраза «чем занимаетесь» в хакасском языке лучше спросить «неменің айғыз шазар». Как бы такой общий вопрос, может быть, вы работаете, может быть, вы учитесь, а может быть, и не работаете, и не учитесь, да, ну, может быть, бизнесом занимаетесь, свое дело ведете, да, или фриланс, вы свободный человек, и это общая фраза, чем вы занимаетесь. Неменің айғыз шазар. Тут уже следующий вопрос, может быть, он уточнять, да, неменің айғыз шазар, неме что, неменің чем. Айғыз занимайся, айғызша зар вы занимаетесь. Чем вы занимаетесь? Тоғынша зарба работаете ли? Тоғынша зарба алай или үгірінше зербі или учитесь. Да, ну вот по следующему вопросу. Неменің айғызша зар, тоғынша зарба алай үгірінше зербі. Чем занимаетесь? Работаете или учитесь?
Ответ, ну, возьмем сейчас вариант студента. Угренчем. Вы можете любой поставить ответ. Глагол тогншам, работаю, да. Ибде одершам, дома сижу. Да, в настоящем времени угренчем, я учусь. Уточняется арбандага университетте. Заметьте, университет и аффикс вместо т, дания. Это мы потом будем проходить. Арбандагы, арбанде, тоже аффикс вместо. Гагы, принадлежащий абакану. Да. Арбандагы, университет т. Учусь. В Абаканском университете. В каком не уточняется. Хайзы университетте. Хайзы, который университетте. В котором университете. И он уточняет Катанов адном. Катанов адном, имени Катанова. Имени Катанова, да. И дальше уточняющий вопрос. Хайдах, какой? Факультет Т. Это место, да. В каком факультете? Угранче зин ты учишься. Хайдах факультет Т угранче зин. В каком факультете ты учишься? Он отвечает, или она. Филология пёлинде. Пёлик это буквально переводится раздел, отдел или факультет тоже может быть как некий отдел, да, от всего института или университета. Филология пёлинде. То есть на факультете филологии. Хакас тилин угранчем. Можно подставить орыс тилин угранчем, русский язык изучаю. Англия тилин угранчем, да. Или Испания тилин угранчем. Хыддат тилин. Хыддат это Китай. Хыддат тилин угранчем. Китайский язык изучаю. Вот. Орыс тилин угранчем, я уже сказал, да. На факультете филологии учу хакасский язык, да, ответ. Ну и дальше следующий уточняющий вопрос. Ну, да, амды но курс тазын. Амды сейчас, на данный момент, амды. Но на каком? Курс т зын. На каком теперь курсе? Сейчас на каком курсе? Амды но курс тазын. Можно спросить, амды но тоғысты зын. Тоғысты зын. На какой теперь работе? Да, тут человек может быть, да, амды но курс тазын. Амды но тоғысты зын. Сейчас на каком курсе? Сейчас на какой работе? Халгынжи курста. Халгынжи последний. Халгынжи курста. На последнем курсе. На последнем курсе. Ну и дальше вот стандартный вопрос обычно. Сколько тебе лет? Ну, можно задать, не задать. Ну, просто для примера. Сага нинджа час. Пишется как вроде час, да, можно час прочитать, но тут очень внимательно нужно произнести слово «щас». Не час, а «щас». Щас именно лет. Час это уже время получится, да. Сага нинджа час. Тебе сколько, нинджа, лет? Тебе сколько лет? Шибрге үс. Шибрге 20 үс. 23. Шибрге үс. Ну и дальше. Ахбанды шуртапшазым. Неки. Вопрос, да. Ахбанды в Абакане шуртапша живет. Шуртапшазым. Ты живешь? Неки. Неки, наверное. Живешь в Абакане, наверное. Ахбанды шуртапшазым неки. Или Харатаста шуртапшазым. Харатас это Черногорск. В Черногорске живешь. Или Саяногорск шуртапшазым. В Саяногорске живешь. Сорск шуртапшазым. Или Асхс шуртапшазым. Ну и так далее, да. Шох, нет. Мин индиркетё алдамын. Индиркетё название деревни. А теперь он говорит, что я из деревни. Мин алдамын. Мын это аффикс первого лица. Мин алдамын. Я из деревни. И название деревни. Мин индиркетё алдамын. Я из деревни Нижний Тёй. Можно сказать, что мин асхыс алдамын. Мин таштып алдамын. Или мин харатас город таңмын. Мин харатас город таңмын. Шох мин индиркетё алдамын. Нет, я из деревни Нижний Тёя.
В общем, что из этой фразы нужно будет запомнить обязательно? Понятно. Изинер, здравствуйте. Сирернен аден аркем. Как вас зовут? И ответ минен адем так-то так-то. Да. Хайде, угренчизм. Или неменен айгыз шазар, чем занимаетесь? Вот. Чем занимаетесь? Ну, стандартный вопрос. Сирерге нинджи, а сага нинджи сейчас. Тут, наверное, еще сирерге нинджи сейчас. Сколько вам лет? Так, давайте пропишем вариант. Сага, сирерге, вам. Тут я уж даже не заметил, что на ты перешел. Так, сирерге, вам. Так. Сага нинджи сейчас. Сирерге нинджи сейчас. Тебе сколько лет? Вам. Сирерге, вам. Сколько лет? Ну, вот такие фразы у нас по знакомству. Небольшое количество слов. Вот. Ну и теперь поехали дальше. Теперь мы продолжаем изучать аффиксы. Давайте вот я еще раз логику дам. Да. Вот смотрите, мы из аффикса времен, в прошлый раз проходили жан, жен, шан, шен, да, ашапхан, читкан прошли. И теперь остался дыр, тыр, дыр, дыр. И последний аффикс потом мы пройдем. И по сути у нас в комплекте будет аффиксы времен. Вы должны будете понимать и различать их. Так, ну поехали. Что за аффикс такой тыр-тыр, дыр-дыр? Давайте через примеры, а потом уже разберем, да. Киже театрда шахсы спектакль полтыр. Киже театрда, вчера киже, театрда в театре, шахсы хороший, спектакль, полтыр, пол, будь, полтыр был. Вчера в театре хороший спектакль был, оказывается. Смотрите, можно сказать так. Киже театр да шахсы спектакль полган. Когда скажете полган, это прошедшее время, четкое утверждение. Вчера в театре хороший спектакль был. Там нет никаких сомнений. Да, он был хорошим, именно был. Но если когда вы скажете спектакль полтыр, подразумевается, что говорящего там в этом спектакле не было, он в театр не ходил, кто-то ему сказал, да, и сходил, говорит, да, там вчера был классный спектакль, Читтыган поставил, вообще, ну, в общем, да, вот. И он рассказывает, а я, допустим, пересказываю, говорю, кижи театр да шахсы спектакль полтыр, но я не уверен, что он вчера был там, не был, потому что я не был свидетелем и в реальности. И вот этот момент сомнения, был, не был, я точно не знаю, но говорят, что он хорошо, да, люди говорят, народ говорит, что он там был, да, хороший, говорят, был спектакль. И вот этот тыр, он указывает на сомнение говорящего. Вот я говорю, и я немножко сомневаюсь, что он действительно был хороший, ну так все говорят, да. Вот идея, надеюсь, понятна. Вот я прописал таким образом, действие произошло, но нет полной уверенности в истинности этого действия. Ну и дальше, теперь смотрите. Миным улабам уга күстүк кизи полтыр. Миным улабам, миным понятно мой, да. Улабам это дед по отцовской линии, именно по отцу. Дед по отцу, не по матери. По матери таябам, а в хакасском языке именно по отцу улабам. Уга күстүк, уга очень, күстүк сильный, кизи полтыр был, полтыр человек. Я этого деда не видел в глаза, но многие говорят, и да, говорят, и все время хвалят его, и в общем, восхищались им. А я пересказываю, говорю, угак штук полтр был. Мой дед был, оказывается, очень сильным человеком. Вот этот момент сомнения я сам не видел, не был свидетелем, да, но все говорят, что он был сильным человеком. И я передаю мнению других людей. А свидетелем сам тому не был. Если сказал бы кызы полган, там точно никаких сомнений. Он, да, был сильным человеком и там хоть что говорите, да. Но тут есть тень сомнения. Позрахте палым компьютерда сейчас ойнаптыр. Позрахте, позрах должен знать, это воскресенье. Палым, мой ребенок. Компьютер, да на компьютере, сейчас, 3 часа. Сейчас,
ойнаптыр. Ойна играй. Ойнаптыр. Играл, оказывается. В воскресенье мой ребенок 3 часа, оказывается, играл на компьютере. И вот смотрите, я не уверен, что он действительно 3 часа играл, но по каким-то таким сторонним признакам, ну да, он, оказывается, 3 часа играл. Ну, допустим, я посмотрел там, да, и вот по таймеру, и там действительно таймер зафиксировал 3 часа времени там игры, да. Но я как бы предполагаю, но может быть и программка-то неправильно, может быть там, не знаю, настроенная и так далее, но и вот я говорю, сейчас ойнаптыр, по-видимому, он 3 часа играл, да, но не уверен в этом. Ол мені сезінміст псахтыр. Он меня сезінміс. Сезін, так, заметить. Сезін, замечай. Сезінміс не заметит. Тип, полагая, что не заметит. Думая, что не заметит. Сағынтыр, сағын думай, сағынтыр думал, по-видимому. Вот ол мені сезінміс псахтыр. Он, по-видимому, думал, что я не замечу. Сағынтыр. Если бы я сказал, ол мені сезінміс сағынған, он думал сағынған в прошедшем времени, я точно уверен, что он именно так думал. Не иначе как. А сағынтыр, тут я сомневаюсь. Он думал так или не думал, в общем, я не уверен. Дальше. Менің ипшім тоғыстан ирте кехтір. Менің ипшім, моя жена, тоғыстан работа, тоғыстан с работы, ирте, рано, кильтр, киль, приходи в мою сторону, возвращаться. Кильтр, вернулась, рано, оказывается. По каким-то признакам я об этом понял, что она, оказывается, пришла рано, но я не уверен в этом. Вот, да. Менің ипшім тоғыстан ирте килген, если бы я сказал, да, это точно она пришла рано. А кильтр рано пришла, ну, я не уверен, что именно с работы рано пришла. Ну, дома жены-то нету, я просто думаю, что вот, ну, не уверен, короче. Қызымнан хады алып барыбыстырлар. Қызымнан хады, қызым, дочь моя, нан вместе, хады, вместе с моей дочерью, алып в гости, барыбыстырлар. Барыбыз, пар уходи, барыбыз уйди. Барыбыстыр, вот, они ушли, по-видимому. Ну, ларм это множественное число, да. Барыбыстырлар, по-видимому, ушли в гости. Но я не уверен, что в гости ушли, а может в магазин они пошли. Не знаю, короче говоря. Ну, барыбыстырлар. Алла барыбыстырлар. Я как бы высказываю вариант возможности. Хотя, допустим, они могли куда-то еще в другое место пойти. Если сказал бы барыбысханнар, алла барыбысханнар, это точно, они в гости ушли. Нет никаких сомнений. Дальше. Шижен неме тадлық пысырсалтырлар. Шижен неме это еда буквально, да. Ширга еда, шижен неме еда. Тадлық вкусно. Пысырсал приготовь. Еду именно приготовить надо, да. Пысырсалтырлар, они еду приготовили, оказывается, вкусно. Ну, может быть, и не они приготовили, ну, не знаю, тут гости, может, какие-нибудь приходили. Ну, в общем, кроме них, как бы, и некому-то дома готовить еду. Ну, вот я и высказываю, вот, как бы, вот в такой сомнительном варианте, что ли. Шижен тадлых пысырсалтырлар, да, они приготовили еду вкусно, оказывается. Но их дома нету. Вот в таком контексте употребляется аффикс тыр, дыр, дыр. Но дыр, к сожалению, у меня тут я не привел пример. Но смысл такой же. Тыр примыкает к глухим согласным, дыр к звонким. Ну, смысл тот же самый. Так, ну теперь поехали дальше. Домашнее задание. Давайте фразы придумайте сами самостоятельно фразы на свои собственные глаголы. Вот вот примерно по этим примерам, да. Дальше. Ну, дальше мы теперь рассмотрим хакасские пословицы. Тут 3 варианта я подобрал на сегодня. Они емкие, эти пословицы, характеризующие
мы сейчас и прочитаем какое-то намерение, да, вот. Тага сықсың таяғың болым, суға кірсің шөлең болым. У нас был спектакль «Тага сықсың таяғың болым» на хакасском языке. Вот как раз название спектакля взято было вот из этой пословицы. Ну, буквальный перевод, не смысловой буквальный перевод. Тага сықсың тық гора, сых взбираться. Тага сықсың, если на гору будешь всходить, таяғың болым. Таях – это посох. Таяғың, буду твоим посохом. Посохом твоим буду. Суға кірсің, если в воду войдешь, суға кір, входить, войдешь. Шөлең болым. Шөлек – это опора. Шөлең, твоей опорой буду. Ну вот, как бы человек говорит, надейся на меня, полагайся на меня. И он может высказать вот такую фразу, если он хочет убедить кого-то в идее, что я тебя там не подведу, и может сказать: «Тага сықсың таяғың болым, суға кірсің шөлең болым». Надейся на меня, я тебя не подведу. Вот такая идея. Ну и дальше тут некое философское понимание. Мал шыстызып білсе, кізі шоқтызып танысша. Мал шыстызып білсе, ну, почему домашняя скотина, принюхиваясь, познает друг друга? В русском языке как-то немножко все равно, вот домашняя скотина, она вот, ну как домашняя живность, да, пересказать. Мал, в хакасском языке мал, это не совсем, не так грубо звучит, как скотина. Вот скотина, мы привыкли как-то в русском языке обозвать еще. А в хакасском языке это не обзывательно и звучит вообще нормально. Мал шыстызып білсе. То есть живность домашняя познает друг друга. Ну, понятно, что животное не принюхивается, да. Шыстызырға шысты, принюхивайся. Шыстызып, принюхиваясь. Піль, узнай, піліс, узнают друг друга. Пілсше, настоящее действие, познают друг друга. Кізе шоқтызып, шоқтыз, разговаривай. Шоқтызып, разговаривая, общаясь. Танысша, таныс, знакомься друг с другом. Танысша, знакомиться с друг другом, да. Ну, как бы идея такая, что все равно люди должны общаться, если не поговорить, как мы поймем друг друга. Поэтому вот в ситуации в какой-то, говорит, ну, что ты там, надо же поговорить с человеком, все равно даже как, ты же не поймешь, надо же пообщаться, ну, допустим, молодые люди, да. Вот, надо же познакомиться, вот, и можно сказать, да, мал шыстызып білсе, кізі шоқтызып танысша. Надо знакомиться с людьми, общаться с людьми. Вот такая идея. Дальше. Маңзыран сек сүтке түсем. Это очень часто употребляемая поговорка. Обычно, ну вот в русском варианте я поспешил, людей насмешил. А в буквальный перевод маңзыры торопись. Маңзыран торопящаяся. Или поторопившаяся. Сек муха. Сүт молоко, сүтке в молоко. Түс буквально падай, опускайся. Түсщам. В общем, поторопившаяся муха падает в молоко. Ну, смысл, не торопись, подожди, вот, да, посмотрим, что еще будет. Ну, не смеши людей, да. Вот, маңзыран сек сүтке түсем, давай подождем, вот, если поторопишься там, ну и вот. Поэтому, как бы, предугадывая какую-то не очень хорошую ситуацию, надо посмотреть, не торопиться, с выводами еще нельзя. Ну, в общем, можно не те выводы сделать, да. Поэтому, когда скажем маңзыран сек сүтке түсем, да, вот, не торопись с выводом, посмотрим, что там будет дальше. Ну, вот такая группа у нас пословиц поговорок. Сегодня я пока газету не даю. В общем, вместо газеты у нас получилась вот эта вот тема знакомства. Ну, надеюсь, что в следующие разы мы будем вот эти вот темы, небольшие ситуации, теперь их будем разрабатывать вот на каждом видеоуроке. Че сургулар парба. Сургулар парба. Так, с местоимением мин это время не употребляется, пословица. Так, мин. Так, я вопрос не очень понял, честно сказать.
Так, с Ариной можно еще раз переозвучить вопрос. Я не совсем понял. С местоимением мин это времени употребляется. Имеется в виду время аффиксов, да? Сейчас, подождите. Так, мин. Там, знаете, можно употребить, допустим, минутырбын можно, допустим, мин полтырбын. Можно употребить мин полтырбын, но это человек, допустим, когда в неосознанном состоянии, мин ибда полтырбын, ну, я был дома, был пьяный, по-видимому, да, но я не помню этого момента, и я сомневаюсь, что я там был. Или кюртырбын. Вот это тень сомнений, мин, можно употребить. Мин ибда полтырбын, ну, это вот в пьяном виде можно, да. Ибда полтырбын, алзар шюртырбын, в деревню ездил, кино кюртырбын, фильм смотрел, оказывается, но я этого не помню. Я не уверен, что со мной это происходило. Син кюртырзын, ол кюртыр, пис кюртыр бис. Мы смотрели, оказывается. Сырер кюртыр зер, вы, оказывается, смотрели. Олар кюртырлер. Все три местоимения, они употребляются. Да, не употребляются. Кажется, я правильно ответил на вопрос. Да, все лица, они употребляются. То есть эти аффиксы со всеми лицами употребляются. На самом деле, все глагольные аффиксы, они употребляются со всеми лицами. Дело в том, что вот я Жан-Жень пропустил. Давайте на следующее задание отложу с примерами. С местоимением, а потом мы там посмотрим эти аффиксы. Там, конечно, надо было, может быть, начать с местоимения. Ну да ладно, я думаю, мы до этой темы дойдем. Так, паза сургулар парба, паза сургулар снова. Другие вопросы есть ли? Паза снова. Есть ли еще вопросы? Сургулар шох полза. Я сургулар шох полза, алгыс ползын. Таңды, тоғас шабыс таңды, ал, сикс отсты. Сигіз отсты. Теперь вы, наверное, понимаете, 8:30. Таңды, тоғас шабыс сикс отсты. Ерді. Шей паза тоғас қынже, бұл видео болар YouTube'та. Че аным жоқтыр.